На лосе ферме Печора-Илочского заповедника грядут масштабные изменения. Площадь для загонов под открытым небом расширят. Для пастбища лосей обустроят новые территории. С прошлого года количество парнокопытных постояльцев здесь осталось неизменным. В этом году прибавления на ферме нет. Так что сотрудники заботятся о годовалых лосятах и взрослых. Заодно принимают туристов. Тему продолжит Наталья Юрина. Утро на ферме начинается с подкорма. Завтрак по расписанию 8:00. Пока животные в ожидании трапезы, сотрудники лосефермы готовят подкорм из картошки и комбикорма. Одна порция 6 килограммов. Картошка как-то самая доступная такое. Угощаем и морковкой, и яблоками. И вообще-то они едят вообще все фрукты, овощи. Но это все ограничено. Подкормка тоже по норме. На завтрак из загона с разгона. На ферме сегодня проживают 8 взрослых лосей. И у каждого свой характер. Лосиха Мария хоть и скромная, но своенравная. К камере относится с опаской, чего нельзя сказать о Гаде. Спокойно завтракает, позирует и с удовольствием принимает конфеты. Гадя. Красота. На улице конфетку. В этом году на лосеферме лосих не доют, поскольку маленьких лосят нет. Сотрудники фермы ждут радостных новостей о предстоящем пополнении осенью. Нет лосят, и лосихи не доятся. Доятся лосихи только, значит, тогда, когда телятся, с момента отела, и это, как правило, май месяц, и доим мы их до конца августа. А потом, говорю, вот уводим в лес, потому что начинается гон, начинается брачный период, и лосих обязательно уводим из-за того, что сюда могут прийти самцы. Придут самцы, а это очень опасно. Лось-самец во время гона – это страшная машина. Довольные и сытые лосихи покидают стойла. Следующие на очереди юные обитатели фермы – годовалые лосята, которые с радостью встречают сотрудников фермы с полными ведрами. Аппетит есть, но не у всех. Ну, Бураша, а что не нравится? А? Чем пахнет? Девки едят, а ты обычно все ешь, начал выпендриваться. Пару минут недовольства, и годовалый самец бурый ест со всеми из одной кормушки. Следующая порция подкорма теперь после обеда. Лосихи, двойняшки, Юля и Печора, как две капли воды, практически неразлучны. После сухого подкорма лосята бегут лакомиться молодыми ветками. Не дождавшись специальной подачи, едят прямо с плеча зоотехника. Добравшись до дерева, Андрей Сацюк привязывает побеги. Так сотрудники фермы имитируют кусты. Традиционно жалеем маленьких, любим, чтобы они быстрее выросли. Осина, ива, рябина, совсем немного березы. Ну, больше всего ивы, конечно. А привязываем, чтобы имитировать кустарниковую растительность. В принципе, лось не может просто так откусить ветку. У них зубы только на нижней челюсти. Передние, я имею в виду, сзади-то наверху есть. И он вот так вот на излом берет и дергает. Вот смотрите же. Если она не будет привязана, на всю веточку утащит. Зеленые ветки в постоянном рационе и у больших особей. В сутки лосям нужно около 30 килограммов еды. После подкорма часть сотрудников отправляется за новой порцией веток в лес. Другие занимаются хозяйством, встречают туристов. Есть идеи по поводу организации такого курортного объекта с использованием лосиного молока. Считается, что лосиное молоко оно обладает целебными свойствами. И теоретически можно было бы на базе лосиной фермы организовать что-то типа санатория. Но это пока отдаленная перспектива, пока мы об этом конкретно еще не думаем. Лосеферма в Якше – первая в мире опытная лосиная ферма. Сегодня таких всего 3. В Костромской области и в Швеции работают на молочное направление. В Печора-Илочском заповеднике для туристов. В этом году уникальную ферму посетило 1000 человек. Ждали туристов из-за рубежа, но иностранцев подвела пандемия. Наталья Юрина, Артем Соколов, телеканал Юрган.